Добрый вечер. В эфире «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайшие полтора часа мы будем обсуждать самые актуальные темы этого дня. Начнем мы с событий, которые развернулись в Нагорном Карабахе. Обсудим подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, в котором и приняла участие Россия. Вы можете подключиться к нашему разговору, позвонив нам по телефонам, которые вы увидите на экране. Вы можете звонить нам и по Вайберу, и по Скайпу. Подключайтесь к нашему разговору. Мы обязательно дадим вам слово, потому что ваше мнение нам всегда интересно. И, как я сказал, мы начнем уже с событий, которые разворачиваются в Нагорном Карабахе. Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. И вот согласно этому тексту в регион вводятся российские миротворцы. Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября Агдамский, Кельбайджарский и Лачинский районы. Давайте послушаем фрагмент этого соглашения. Повне припинення вогню та всіх воєнних дій з 00 годин 10 листопада 2020 року за московським часом. Війська Азербайджану та Вірменії зупиняються на зайнятих позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та вздовж коридору, який з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, Росія розгортає свій контингент, названий миротворчим. Свій контингент у регіоні розгорне також Туреччина. Контроль за транспортним сполученням у спірному регіоні здійснюватимуть, зокрема, і органи прикордонної служби Російської Федерації. После этого в Армении начались акции протеста и беспорядки. В Ереване после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе протестующие ворвались в здание правительства и парламента, разгромили там мебель, технику, разбили двери и окна. В том числе ворвались и в кабинет Пашиняна. Как он сам написал, что даже была поломана оргтехника и похищены часы и парфюмерия из его кабинета. Одновременно часть демонстрантов пытались прорваться к правительственным дачам, и оппозиция Армении намерена сорвать заседание парламента, чтобы добиться отмены Карабахского соглашения. А вот как в Азербайджане восприняли эту новость о подписании соглашения о прекращении боевых действий, мы поговорим с Эльнуром Алиевым, главным исполнительным директором Международного центра Низами Гянджави. Добрый вечер. Добрый вечер. Как в Азербайджане восприняли новости о прекращении боевых действий? Ну, в Азербайджане очень праздничное настроение. Люди до сих пор на улицах празднуют, на самом деле, очень важное для нас соглашение с точки зрения того, что, во-первых, там очень несколько важных, фундаментальных с точки зрения Азербайджана вопросов, которые отражены в документе. В первую очередь, наверное, то, что будет освобождены Кельбеджар, Агдам и Лачин до конца ноября без пролития крови. Это очень важно. И второй, наверное, еще более важный вопрос, то, что документ не предполагает какой-то отдельного статуса для Карабахского региона. То есть то, что было раньше НКО, сейчас не предполагает никакого отдельного статуса. Очень важно для Азербайджана, потому что регион становится такой же частью Азербайджана, как и вся остальная часть Азербайджана. А чем важны эти три района, которые тоже перейдут под контроль Азербайджана, будут возвращены? Кельбеджарский район, он не входит фактически, то есть не входил в НКО. Это очень горная, высокогорная местность. И Агдамский район тоже прилегает к Карабаху с западной стороны, с восточной стороны. Они, естественно, все были под оккупацией последние 30 лет. И то, что Азербайджан совершил за последние 45 дней, это освободительная кампания, это было за счет, естественно, силы, путем применения силы, путем военных операций Азербайджан освободил достаточно большую часть оккупированных территорий. В основном это были территории, прилегающие к Нагорно-Карабахской автономной области, бытность Советского Союза. И сейчас остались три основных региона, которые тоже были оккупированы. Это именно Кельбеджар, Агдам и Лачинский район. Они должны быть освобождены уже без боев в одностороннем порядке до конца ноября. Это очень важно. Но, как я вам сказал, с азербайджанской точки зрения фундаментальный вопрос в том, что не предполагается
отдельного статуса для какого-то региона в этой области. Мы сейчас на экран вывели карту зоны конфликта. Вы можете вот прокомментировать, где эти районы находятся? Вот то, что в зеленом, это бывшее НКО. То, что в синем, это более-менее то, что было освобождено за последние 45 дней. И то, что в красном с полосками, это то, что предполагается, это Кельбаджар, Лачин, и вот справа от вас это Авдам. То есть эти три района вместе, вот они в красном, и документ предполагает, что эти районы будут освобождены в одностороннем порядке армянским вооруженным силам до конца ноября. И, в принципе, мы ждем, сейчас осталось только 20 дней. По нашим данным, армянские уже военные начали освобождать территории, но у нас еще 20 дней. Насколько, если говорить о стратегическом значении отвоеванных территорий, насколько они позволяют контролировать ситуацию в регионе? В принципе, если даже видно из карты НКО, бывшая НКО, она не граничит с Республикой Арменией. НКО, связь НКО с Арменией обеспечивает через Лачинский коридор. И, соответственно, Лачинский коридор проходит через Лачинский район Азербайджана, который, как я сказал, и как видно из карты, не входит в НКО. И документ предполагает, что Азербайджан предоставит коридор, 5-километровый коридор для сообщения с той частью Карабаха, которая называлась раньше НКО. С точки зрения стратегической важности, я думаю, что, естественно, южные территории, то, что мы видели на юге Азербайджана, то, что зеленая часть, это часть Азербайджана, которая сейчас граничит с Ираном. То есть Азербайджан за последние 45 дней освободил приграничную часть своего с Ираном, которая тоже была оккупирована. Это то, что синее, увидим на юге Азербайджана. И, естественно, вот синие полосы, которые наверху раскрашенной карты, то есть непосредственно прилегает к зеленым участкам. Это очень высокогорный район Азербайджана. Там, значит, гора Муров, Кепес и Кельбаджар. И Кельбаджар как раз и тот район, который предполагается, что будет освобожден в течение 20 дней. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным. И назвал он это новым форматом сотрудничества. Давайте послушаем, что сказал президент. Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов является также разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона. Но вот пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что, вернее, опроверг информацию о размещении турецких военных на території Нагорного Карабаха. Вот давайте послушаем, что он сказал. Про це немає ні слова в тексті заяви, яка була опублікована. Про це не домовлялися сторони. Перебування турецьких солдатів в Карабасі не було погоджене. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, потому что разные разночтения идут. Как на самом деле будет происходить эта миротворческая миссия? Кто будет стоять на линии разграничения? Будут ли участвовать турецкие военные в этой кампании или не будут? Значит, согласно документу, там есть миротворческая миссия и есть миссия мониторинга. Я думаю, это пункт 5 документа, и там предполагает вот то, что президент Азербайджана, я думаю, он ссылался на 5-й пункт документа, который говорит, что будет задействована мониторинговая группа, которая будет отличаться от миротворческой группы, насколько я понимаю. И вот в состав мониторинговой группы будет входить турецкая вооруженные силы. Я думаю, что, в принципе, президент Алиев не раз отмечал, что турецкая сторона играет очень важную стабилизирующую роль в этом конфликте, хотя непосредственное участие в боевых действиях не принимала, но роль Турции
как с точки зрения моральной поддержки, так и с точки зрения стабилизирующего участия очень важна была. Я думаю, что эта роль, то, что говорил президент Алиев, эта роль будет продолжаться в составе мониторинговой группы. Мы внимательно следили за событиями, как развивалось наступление Азербайджана, как освобождались одна территория за другой. И вчера с волнением следили за тем, как сначала появились новости про освобождение Шуши, потом мы видели, как колонны беженцев, жителей Степанакерта покидали город, ожидалось, что он вот-вот будет взят, и вдруг появилось такое соглашение. Как оно появилось? Я думаю, что для Азербайджана, естественно, взятие Шуши, освобождение города Шуша очень стратегическую роль играет для Азербайджана это освобождение или сам город. И, соответственно, то, что происходило за кулуарами, честно говоря, очень сложно судить. Но, видимо, процесс этот документ не продукт этой ночи. По всей видимости, над документом работали, по крайней мере, несколько дней. Но, естественно, достичь соглашения очень важно, потому что даже если Азербайджан отвоевал бы всю территорию, но нужно было подписать какое-то соглашение с Арменией, где Армения признала бы свою позицию по отношению освобожденных территорий. Я думаю, этот документ еще важен с той точки зрения. Армения признает что территориальная цель Азербайджана. Я думаю, это очень важный вопрос. И я повторяю, что с точки зрения Азербайджана, наверное, самым отличительной чертой этого документа от Минского процесса является, что не предполагается отдельного статуса для региона, то есть для региона, который раньше назывался НКО. Повлиял ли на процесс, ускорил ли его инцидент со сбитым российским вертолетом? Я думаю, очень сложно сейчас связывать эти два события, или инцидент и документ. Я понимаю, что они произошли оба, то есть одно предшествовало другому, но пока что такой информации нет, но, по крайней мере, официальная позиция азербайджанской стороны, то, что это было более, скажем, непреднамеренной атакой, и вертолет был принят за вооруженные силы Армении, и соответственно, поэтому был сбит. Азербайджанская сторона сразу признала свою причастность к инциденту и, в принципе, официально принесла извинения российской стороне. Насколько она повлияла, я думаю, очень сложно сегодня договорить. Я думаю, что то, что происходит в Карабахе, и подписан документ, он намного стратегически, скажем, более стратегически имеет значение, чем инцидент с вертолетом Ми. Но, в принципе, скажем, такую связь можно было как-то, наверное, обосновать тоже. То есть? Была ли... Оно выглядело, вот у нас восприняли этот инцидент, как говорят, казус белли, когда находится повод для того, чтобы Россия могла ввести свои войска и участвовать в конфликте. В принципе, ОДКБ, вы имеете в виду договор о коллективной безопасности. Да, в принципе, наверное, этот инцидент мог бы послужить причиной для военного вмешательства России, но это вмешательство, наверное, все-таки должно было иметь действие на территории Армении, то есть защита интересов Армении на территории Армении. То есть поэтому это не совсем однозначно, насколько это можно было использовать на территории Азербайджана. То есть как такового военных действий на территории Армении вообще не велись. Поэтому насколько можно было этим воспользоваться и вмешаться военным контингентом происходящее не в территории Армении, это, я думаю, не совсем такое применение, скажем, довод для этого. К нашему разговору подключается Артем Конопкин, заместитель директора Международного центра исследований проблем безопасности. Добрый вечер, Артем. Добрый вечер.
давайте более подробно поговорим о договоре и о его бенефициарах. Кому этот документ выгоднее? Ну, дивіться, треба сказати, що вірмени зазнали дуже серйозної потужної поразки, і вони, як би сказати, потерпівша сторона тут. Азербайджанці, як сказав їхній президент, тобто вони так от згребли просто шахи з шахівниці, і переграли повністю всю гру. Відповідно, цей документ, звісно, вигідний Азербайджану, але тут є такий момент, що в процес вклинилася Росія, і тепер її війська знаходяться не тільки на території Вірменії, а і у вигляді миротворчого контингенту на території Азербайджану. Тому тут якби два основних бенефіціари – це Азербайджан, який повертає собі контроль над 7 районами, власне, Азербайджану, які були окуповані, і який зміг протиснути такий договір, в якому вже немає автономії для вірмен Нагірного Карабаху. Також є там пункт в договорі такий цікавий про транспортний коридор з території, власне, Азербайджану до Нахічеванської автономної області, яка є анклавом, таким азербайджанським. Я не впевнений, чи він буде реалізований. Я думаю, що вірмени зроблять все, щоб це стало неможливим. Але якщо це буде реалізовано, це буде серйозна, дуже економічна, в першу чергу, перемога, але в тому числі це зробить можливим транспортне сполучення між двома частинами Азербайджану, це покращить економічні показники відповідно, і зробить можливим перекидання військ. Якщо цей транспортний коридор буде побудований, але от з приводу реалізації тут я не впевнений. Ну і безумовна перемога Азербайджану – це повернення 7 саме районів, які власне ніколи і не були територією Нагорно-Карабахської автономної області. Ильнур, я хотел уточнить, вам все понятно, о чем говорит наш эксперт? В общих чертах я понял, на самом деле. А в чем выгода России? Вопрос кому? Вы можете оба отвечать по очереди. Давайте, Ильнур, вы... Я думаю, что Россия еще раз подтвердила важность свою в этом регионе. Я думаю, что Россия еще раз показала, что процессы, происходящие на Южном Кавказе, имеют непосредственное отношение к России, и что Россия, если не скажем, и то, что происходит, и любое соглашение на Южном Кавказе должно учитывать интересы России. Я думаю, что это важно. Я думаю, что миротворческий контингент с российской точки зрения, с точки зрения российской политики, внешней политики, естественно, очень важный аргумент проведения внешней политики. И в то же время я думаю, что за последние 45 лет, по крайней мере для Азербайджана, очень было приятно видеть официальный нейтралитет России в ходе боевых действий. Хотя мы видели, что идут поставки вооружений, очень важные поставки вооружений. Об этом даже официально было сказано, но официальный нейтралитет для нас, для азербайджанского народа, был очень важен. Я думаю, что это помогло очень с точки зрения успехов на военном, то есть непосредственно в боевых действиях. И все-таки я думаю, что все-таки регион является непосредственно для России является очень близким зарубежьем. И влияние России, особенно в Армении, очень сильное. И я думаю, что Россия, с одной стороны, не могло бы потерпеть полного поражения Армении. Я думаю, хотя, как я сказал, боевые действия не велись на территории Армении, но такое полное поражение Армении
в Карабахе, я думаю, с точки зрения ОДКБ, особую легитимность ОДКБ не дало бы. И я думаю, что Россия должна была вмешаться в определенном этапе. И на сегодняшний день я думаю, что достигнут подписанный документ или принятый документ, он в принципе отражает или намного больше, скажем, ожидания Азербайджана, которые были за последние 27 лет. Это очень важно. И я думаю, это стало возможно благодаря военным операциям. И в то же время я думаю, что это определяет, балансирует интересы России в регионе. Я думаю, что даже для Армении, может быть, это лучше, чем полная катастрофа. Но, естественно, мы рассматриваем это как капитуляцию. Артем, вот существует такое мнение, которое озвучил политолог Олег Саакян, о том, что он написал, что это не антироссийская война, а кампания по взаимному усилению влияния Турции и России. Договорняк кровью меньших. Ну, это цитата. И по результатам Турция де-факто взяла под контроль Азербайджан, поглотив его суверенитет, а Россия – строптивую Армению. Согласны ли ви з такою оцінкою? Ну, дивіться, це взагалі російський наратив, російської пропаганди. Я дуже часто бачив його в різних повідомленнях, що це війна між Туреччиною і Росією насправді. Да? Дійсно, Туреччина зіграла значну роль в нинішній перемозі Азербайджану. По-перше, своєю політичною підтримкою, да, демонстрацією цієї підтримки, демонстрацією готовності використати силові методи, да, в разі атаки Азербайджану. Це перше. Друге, Туреччина дуже сильно посилила Азербайджан з військової точки зору, надавши йому ударні безпілотники. Да? Тобто, але казати, що це така собі проксі-війна між Росією і Туреччиною, це, знаєте, повністю сказати, що Азербайджан і Вірменія не суб'єкти політики. Звісно, Азербайджан і Вірменія суб'єктні, але в них є, так би мовити, держави-патрони, да? Тобто вони є державами-клієнтами, якщо говорити там феодальними такими термінами. І ці держави мають свої інтереси, і вони їх захищають. Це абсолютно нормальна практика, да? Тобто Росія намагається не дати посилитись Туреччині в регіоні Південного Кавказу, а відповідно Туреччина розширити намагається свій вплив, їй це потроху вдається. Вони зараз направили свої зусилля вже на Середню Азію, тобто в Південному Кавказі вони закріпилися, але сказати, що там Туреччина підпорядкувала Кавказ, залежність Вірменії від Росії набагато сильніша, ніж Азербайджану від Туреччини. Да? Але, щоб бути об'єктивним, треба сказати, що у Вірменії в неї в принципі немає варіантів. Тобто ніхто не стане воювати за Вірменію, утримувати Вірменію, тобто втручатися в цей конфлікт. В Росії там є військова база, вона через цю базу проєктує силу. Да? Але чи потрібен Росії для цього Карабах? Ні, не потрібен. Але при тому Росія скористалася моментом і ще й туди ввела своїх військових. Тобто вона цілком собі може грати на два фронти, дозволити. Вірмени нікуди не дінуться від Росії. Оце треба розуміти. Да? Тобто, як би вони не хотіли, який би в них прозахідний там прем'єр не був, вони не можуть вийти з орбіти Російської Федерації. Да? В цьому плані позиція Азербайджану вона набагато сильніша. Тобто це самодостатня цілком собі держава, да? В якої просто є союзник. Тобто тут я не згоден з шановним політологом, я так розумію, це вірменський або російський політолог. Наш український. Тому не можна казати про те, що Росія поглинула Вірменію, хоча вона має там дуже серйозний вплив, і не можна казати про те, що Туреччина поглинула Азербайджан, тим паче, бо я думаю, попри те, що Туреччина це серйозний гравець, да, такий економічний, військовий, політичний в регіоні, то в них
досить органічні з Азербайджаном стосунки. Азербайджан постачає їм енергоносії, а турки забезпечують політичне прикриття для Азербайджану і, відповідно, постачають їм озброєння. Вопрос такой, почему Армения согласилась на такие условия? С одной стороны, понятно, когда шла успешная военная кампания Азербайджана, и можно было ждать полного разгрома, но с другой стороны, подписывая это соглашение, Пашинян поставил на себе фактически политический крест. Почему он на это пошел? Эльнур, давайте вы попробуйте ответить на этот вопрос. Ну, согласно заявлению господина Пашиняна, он на это пошел по просьбе или по совету военных. То есть военные, они намного четко понимали, что происходит в поле битвы. Несмотря, на самом деле, все эти 45 дней, то есть начало 27 сентября, официальное медийное пространство Армянской Республики было занято просто пропагандой и ложью. То есть они отрицали на самом деле. То есть мы взяли Шушу, они отрицают, что мы взяли Шушу. Мы взяли район, они отрицают, мы взяли район. И, естественно, этот такой ком ложи, он набирался. И, в принципе, то есть, я думаю, население Армении не совсем понимало, что происходит на поле битвы. И если бы, я думаю, что правильно было бы адекватное отражение информации в медийном пространстве, то, я думаю, даже армянское население было более подготовлено к этому соглашению. С другой стороны, я думаю, что на самом деле боевые успехи, военные успехи Азербайджана на самом деле вынудили армянскую сторону принять это соглашение или эти условия. Но, в принципе, в долгосрочном плане, я думаю, что это в интересах самой же Республики Армении. То есть, я думаю, что если Армения перестанет заниматься оккупационной политикой, она приобретет свою независимость, потому что Армения очень слабая страна. И чтобы оккупировать такую богатую страну, как Азербайджан, Армении нужна помощь извне. И когда получаешь такую стратегическую помощь, ты становишься зависимым. И поэтому даже деоккупация Азербайджана, то есть посредством освобождения своих территорий, я бы сказал, что мы даем возможность Армении приобрести свою независимость и быть самостоятельной республикой. Что невозможно, как я сказал, с оккупацией. А то, что почему они приняли, я думаю, что это просто, естественно, несмотря на то, что они откровенно говорили неправду своей публике, своему населению, но они прекрасно понимали, что происходит в зоне боевых действий. И как я думаю, что вот буквально вчера днем руководитель этих боевиков в Карабахе, он уже сам подтверждал, что азербайджанские силы стоят на непосредственной близости Ханкенди, что они называют Степанакертом. Я думаю, что непосредственно, я думаю, что таким образом предотвратили полнейший крах армянской военной машины. Ну так если это понимали армянские военные, то наверняка понимали и ваши военные, и ваши политики понимали, что успех может быть намного больше. Почему не пошли дальше? Я думаю, здесь несколько причин. Во-первых, естественно, если можно брать, скажем, такой очень сложную горнистую местность, как Кельбеджар, это в любом случае повлечет очень много жертв. Допустим, Шуша, вы знаете, очень в принципе, находится высоко на скале. Я думаю, там 1500 метров. Кельбеджар, я думаю, там высота 2500 до 3000 достигает. И, естественно, освобождение таких высот требует очень больших людских жертв. Это, я думаю, очень одно важное измерение. И, естественно, допустим, как мы, в принципе, упоминали, армянская сторона взяла обязательство освобождать Кельбеджар. И, с другой стороны, естественно, мы не одни, к сожалению, в этом регионе. И, к сожалению, даже эти 45 дней показало, что даже Россия, объявляя свой нейтралитет, осуществляла поставку вооружений. И я думаю, если бы не эти вооружения, то освобождение всех территорий оно закончилось намного быстрее. Но есть реальность региона, есть реальность того, что в Армении находится российская военная база, что она является частью ОДКБ. Я думаю, это очень весомый аргумент. Но я думаю, что при всем том, что я сказал, документ, в принципе, отражает позицию Азербайджана.
в стратегических вопросах. Я думаю, что самое главное то, что, я как и повторяюсь, нет вопрос статуса больше не стоит. Российская миротворческая бригада или присутствие, она будет длиться 5 лет. И Азербайджан имеет право отзывать такую миротворческую миссию. Это очень важный аспект. Спасибо вам большое, Ильнур, за то, что были с нами на связи. Ильнур Алиев, главный исполнительный директор Международного центра Низами Генджави, был с нами на связи. Мы продолжаем наш разговор с Артемом Конопкиным. И вопрос такой. На какие компромиссы пошли стороны все-таки? Можно ли говорить, что есть какая-то еще непубличная сторона этого соглашения? Ведь все-таки трудно согласиться с тем, что, имея такую успешную, активную кампанию, активное наступление, Азербайджан вдруг резко ее остановил, стоя уже там в нескольких километрах от Степанакерта. Что могло повлиять так на позицію Азербайджану? Ну, дивіться, не будемо скочуватись там в якусь конспірологію, да, тобто ми не знаємо, чи є там якісь додаткові пункти, да, тобто ну, про це нічого не відомо, але те, що нам відомо, да, тобто вчора був збитий російський Мі-24, збитий азербайджанськими військовими над територією Вірменії. Тобто, якби, ну, припустимо, да, що далі Азербайджан не погоджується підписувати якісь от рамкові документи, припиняти бойові дії, то це би могло стати приводом для російської агресії. Ну, ми розуміємо, да, ми бачили це в 2008 році. Росіяни досить швидко зібрали ударне угруповання і за 5 днів розбили армію Грузії, яка була підготовлена в тому числі військовими радниками НАТО, була озброєна новітнім, ну, мала на озброєнні найновітнішу зброю. Відповідно, подібна реакція могла би бути і в цьому випадку. Не треба забувати, що Азербайджан, на відміну від Вірменії, межує з Росією. Далі в неї є досить потужний флот на Каспійському морі. Вони з кораблів на Каспійському морі завдавали удару по Сирії, да, крилатими ракетами «Калібр». Тобто, відповідно, тут, я думаю, що домовленість про оце от перемир'я, вона була раніше, але випадок з Мі-24, він міг в разі відмови, да, дати можливість Росії продовжити агресію, да, тобто, або розвити, да, оцю ситуацію. Далі президент Алієв весь цей час був під дуже потужним міжнародним пресингом. Да, і я думаю, що ну, Путін з його схожим режимом для Алієва ближчий, ніж, наприклад, Макрон або голова нинішньої адміністрації, там, американської, або наступний президент, да, хто б ним не був. Відповідно, Алієв, ну, якби створив собі зручного модератора конфлікту. Тобто це мог би бути Трамп, або Байден, або Макрон. А так, тут зрозумілий Путін і ще там присутні турки, тобто є такий виразник інтересів Азербайджану, да, в цьому спільному штабі, і відповідно, я думаю, що азербайджанці думають, що так, їхні інтереси краще забезпечені. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Артем Конопкин, заместитель директора Международного центра исследований проблем безопасности, был с нами на связи. А мы продолжим обсуждение темы конфликта в Нагорном Карабахе и поговорим уже о последствиях, которые могут быть спроецированы и на нашу ситуацию. И говорить мы будем об этом с политтехнологом Петром Охотиным. Добрый вечер. Здравствуйте.
Как этот конфликт может повлиять на и его такое вот урегулирование очень быстрое и неожиданное, повлиять на ситуацию в нашей стране, включая Крым? Я думаю, что в этой ситуации нужно воспринимать ситуацию с Нагорным Карабахом как то, что Азербайджану удалось отвоевать часть территории, на которые он претендовал, фактически через 29 лет территориальных споров. Другими словами, долгое время, почти 30 лет, Азербайджан готовился к этой войне, которая продлилась немножко более чем месяц, искала за это время союзников, в данном случае Турцию, также проводила учения, развивала экономику и сделала этот бросок. Выводы из ситуации с Арменией те, что даже имея подписанные документы с вроде бы сильным соперником, в данном случае Организацией договора коллективной безопасности с Россией, можно не дождаться или дождаться этих союзников уже тогда, когда поздно. В то же время несколько трагической выглядит фигура самого Пашиняна, который воспринимался русскими как не до конца свой, который старался проводить национальную политику, отличную от той, которую ему диктовала Российская Федерация, но в то же время сейчас, скорее всего, весь негатив от ситуации с Карабахом, в частности, со стороны Армении, падет на его имидж, на его рейтинги, на его политическую судьбу. Если другими словами говорить, то мы видим, что очень усилился региональный лидер, такой как Турция, но, скорее всего, Анкара работает если не в связи, то, по крайней мере, с консультациями по Москве, потому что, имея очаги в Украине, имея очаги в Армении, Москва, Анкара могут разменивать свои интересы в таких странах, как Ливия, Сирия и других странах, где у них есть интересы, и которые могут быть более благодатными с точки зрения энергоресурсов и банальных денег. Ну, если уже подводить черту под историей с Карабахом, можно ли говорить, что таким образом конфликт исчерпан и заложена такая серьезная основа для долгого мира? Согласятся ли стороны с этим статус-кво, которое сложилось? Мы видим, что Армения с этим категорически не согласна. Как официальные лица Армении, так и армянская диаспора, как в Украине, так, скорее всего, и в Соединенных Штатах Америки. Если мы копнем немножко историю этого конфликта и вспомним далекие 91-92 годы, тогда, в частности, такая страна, как Азербайджан, достаточно сильно обижалась на позицию Соединенных Штатов Америки, которые не разрешали Турции помогать Азербайджану. И тогда говорили о том, что армянское лобби победили. Также надо понимать, что на этой территории, контроль над которой сейчас взял Азербайджан, все равно продолжают проживать этнические армяне. Значит, эта ситуация дальше остается такой дымящейся, дальше остается миной медленного действия для других региональных игр, для других региональных раскладов. А к нашему разговору подключается Дмитрий Снегирев, співголова организации «Право справа», также гражданский активист и военный эксперт. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, пане Романе. Какой урок из конфликта в Нагорном Карабахе можем мы извлечь, учитывая нашу ситуацию, связанную с Донбассом и оккупированным Крымом? Ну, перший урок, який ми маємо, власне, чітко усвідомити, що мирні переговори не є безальтернативним шляхом регулювання ситуації, тобто повернення окупованих чи анексованих територій. Варто розглядати все ж таки інший сценарій на прикладі вірмено-азербайджанського конфлікту, а саме військовий сценарій. Тобто ми маємо чітко наполягати на тому, що звільнення окупованих територій Донбасу, відповідно анексованого Криму, можна розглядати не тільки виключно дипломатичним шляхом, але й військово-політичним. Україна має наполягати на переоснащенні переозброєння Збройних сил України як єдиного гаранту власне територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. Мирні переговори можуть тривати 3 десятиліття, і це показав досвід власне Арцаху.
Перемовини тривали 3 десятиліття, і все це закінчилося все ж таки ескалацією військової напруги і посиленням власне позицій Російської Федерації у Закавказьі. Я пояснюю, власне, саме Російською Федерацією був спровокований цей військовий конфлікт, а не власне бажаннями Азербайджану повернути втрачені території чи посиленням пантюркських настроїв в цьому регіоні. Єдиним отримувачем вигоди, власне, фактично є Російська Федерація, яка закріпила свою присутність не лише в Вірменії, а власне отримала додаткові фактично бази на території невизнаної республіки. Відповідно, плюс вона тепер має контроль за Нахічеванською, скажімо так, автономією. Фактично і там йдеться про розміщення російських миротворців, це створення так званого коридору миру. Але, власне, для України, тобто ми маємо чітко усвідомити, що незважаючи, власне, від зміни перемовного майданчику, розширення кола перемовників, мирний шлях перемовин, він, власне, веде в нікуди. Тим більше, враховуючи позицію Російської Федерації щодо анексованого Криму. Російська Федерація чітко заявила про те, що питання Криму винесено, власне, за дужки. Відповідно, якщо ми говоримо про відновлення державного суверенітету, то мається на увазі не лише окуповані території Донбасу, але й відповідно Крим. Якщо ми навіть домовимося про ситуацію на окупованих територіях Донбасу, тоді ми можемо говорити про те, що війна з Росією має перманентний характер, вона не завершилася. І завершиться вона лише на момент звільнення анексованого Криму. Все інше – це білий шум і відволікання уваги. Коли нам говорять про те, що війна закінчиться, власне, з підписанням чи ратифікацією формули Штайнмайєра і виконанням політичної частини Мінських домовленостей. Про военный вариант освобождения Крыма не говорят даже в таких странах, у которых есть потенциал борьбы с Россией. Вот давайте послушаем, что о деоккупации Крыма говорит экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. Он считает, что о реальной деоккупации Крыма пока говорить рано. Об этом он сказал во время обсуждения с украинскими и американскими политиками, дипломатами и военными аналитиками. Вот когда говорили о милитаризации оккупированного полуострова и о ситуации в Черноморском регионе. Давайте послушаем. Я думаю, що про Крим потрібно говорити в довгостроковій перспективі. Це стратегічно важливо. Той факт, що Сполучені Штати ніколи не сприймали і не визнавали анексію Литви, Латвії та Естонії, є гарною моделлю. І нам потрібно робити теж з Кримом. Кожен, навіть найменший аспект, будь-які місцеві вибори або коли росіяни зі своїми кораблями заходять в кримські порти, ми повинні миттєво реагувати, визнавати власників суден контрабандистами і декларувати, що Крим – це не частина Росії. Ну вот два варианта. Один, если мы перенимаем опыт Азербайджана, мы соглашаемся на частичную деоккупацию полуострова. Возможен ли это вообще такой вариант? Или вот идем по сценарию Литвы, Латвии и Эстонии, которые ждали развала Советского Союза. Какой вариант более реальный? Пане Романе, ми можемо говорити про історичну перспективу звільнення окупованих районів Донбасу і анексованого Криму. Тільки історичну перспективу, власне, коли йдеться про військові шляхи. Тут я хотів би додати пану Ходжесу навести приклад чи Німеччини. Власне, на території колишньої Народної Демократичної Республіки, мається на увазі, яка знаходилася під впливом Радянського Союзу, знаходився військовий контингент, який налічував 1,5 мільйона особового складу. Тоді навряд чи хто вірив в те, що Німеччина колись зможе об'єднатися. Але 40 років пройшло, Берлінський мур впав, і відповідно Німеччина об'єдналася, і ми тепер маємо одну з найпотужніших світових економік взагалі, тобто одного зі світових лідерів. Я хотів би Ходжесу нагадати історичний приклад Франції, повернення Альзасу і Лотарингії. Тому приклад Латвії і Литви і Естонії, він має сенс, але, скажімо так, варто все ж таки дивитися на більш глобальні історичні приклади. Що стосується, власне, військового шляху, то я, скажімо так, я був присутній, скажімо так, в районах Закавказя на початку 90-х років. Я прекрасно уявляю і бачу, що собою являли Збройні сили Азербайджану
зразка 90-94 років, коли, власне, було укладено мирну угоду. Але пройшло 30 років, наразі азербайджанська армія – це одна з найпотужніших армій того регіону, оснащена надсучасною зброєю. От вам і відповідь. 30 років достатньо для того, щоб, перше, поміняти керівництво, змінити, власне, людину, яка і довела до подібної трагедії, відбудувати економіку, переозброїти Збройні сили власної країни і, власне, силовим шляхом здійснити те, що не змогли домовитися 30 років. До речі, пане Романе, я хотів би зауважити так само в мінському форматі мінського майданчику. Вот вам конкретні історичні приклади. Ну, у нас уже скоро появится еще и крымский майданчик, о котором мы тоже будем сегодня говорить. Петр, вот к вам вопрос. Ваше мнение, какой вариант из возможных, вариант деоккупации реален? В данном случае, если мы проводим параллели с Азербайджаном, Азербайджану удалось дождаться благоприятного исторического времени для того, чтобы вернуть себе, если не ошибаюсь, 7 потерянных в начале 90-х районов. Что такое благоприятное историческое время? Это когда главные регионы... У нас, по-моему, технические проблемы, и Петр Охотин отключился не по своей воле от разговора с нами. Мы продолжаем разговор с Дмитрием Снегиревым. Я надеюсь, он с нами на связи. Так, я з вами на зв'язку. Если говорить о крымском майданчике, о котором сейчас активно говорит и президент Владимир Зеленский, и активные переговоры идут нашего Министерства иностранных дел, и об участии в этом майданчике уже заговорили и в Евросоюзе, и в США, и в Британии. Давайте попробуем обрисовать вот его формат, чтобы себе представлять, что это будет такое и к чему мы в итоге сможем прийти. Пане Романе, для того, щоб малювати якісь формати чи можливі майданчики, ми маємо створити передумови, власне, для деокупації чи то звільнення анексованого Криму. Я вже неодноразово говорив про те, що перше, що треба почати, це денонсація міждержавного договору 2003 року щодо Азовського моря і Керченської протоки, яка, власне, і блокує і політичну, і, власне, військову компоненту звільнення анексованого Криму. Ми маємо показати нашим західним партнерам готовність, власне, повертати окуповані території. А коли мовиться про те, що представники влади заявляють про те, що ми не готові повертати наразі анексований Крим, причому це звучить з вуст представників влади, я розумію, що дорожньої карти, чи покрокових шляхів, чи будь-як це можна назвати, просто не існує. Просто робиться вигляд, що ми переймаємося проблемою повернення анексованого Криму. Я ще раз наголошую, це перший крок. Другий крок – це відповідне розірвання міждержавної угоди про квотування вилову риби. Неможливо, коли в українських територіальних водах, в водах виключно економічного інтересу України, мається на увазі навколо анексованого Криму, і не тільки анексованого Криму, але й Азовського морів, вільно почувають себе, власне, флотілії Російської Федерації. Ми ведемо економічні стосунки з країною-окупантом. Погодьтеся, ну хто нам буде допомагати в цих умовах? І головне, компонент третій. Ми маємо заявити про свою військово-морську присутність і взагалі військову присутність в цьому регіоні. І тут доречно згадати останній договір, укладений між, власне, Великою Британією і Україною щодо будівництва 2 військово-морських баз. Тобто ми маємо працювати по декількох напрямках. Перший – це дипломатичний, я вже назвав кроки. Третій – це військові. І поступово витісняти російську присутність, власне, з акваторії обох морів і, відповідно, давати своє бачення на дипломатичному майданчику. Ну, и я понимаю, что, конечно, это очень важно, разграничить зоны влияния и в Азовском море. И, кстати, как отмечают многие эксперты, присутствие кораблей НАТО в Черном море тоже эффективно воздействует на безопасность
Как мне сейчас подсказывают режиссер, мы продолжим эту тему. Мне подсказывают режиссеры, с нами на связи сейчас Ахтем Чийго, заместитель председателя Меджлиса, народный депутат от Европейской солидарности. Добрый вечер, Ахтем ага. Добрый вечер. Но какой-то шум стоит в телефоне. Ну, мы вас слышим хорошо. Да, я вас очень плохо, потому что Я что-то постараюсь шумит говорить здесь. громче. Вы обратились с открытым письмом к президенту Украины Зеленскому по поводу экс-сотрудника МВД Украины Николая Федоряна, начальника милиции безопасности, который служил в Крыму на этой должности до 2012 года. А потом он после оккупации полуострова пошел работать в Черноморнефтегаз. И его задержали на админгранице. И вчера был суд. И суд его задержали с подозрением в госизмене, потому что он, будучи руководителем транспортного цеха Черноморнефтегаза, предоставлял автобусы ФСБшникам, которые устраивали облавы на крымских татар в Крыму. Вот его вчера Херсонский суд арестовал с правом внесения залога, а вы обратились к главе государства с опасениями, что арестованный вырвется из рук нашего правосудия. Вот почему вы этого опасаетесь? Ну, во-первых, мы все видим, как в течение года одиозные журналисты, артисты, клоуны и другая нечисть пророссийская, которая способствовала оккупации, которая поддерживает преступный режим Путина, посещает Украину, и при этом окружение Зеленского, да и он сам считает, что артисты, вот эти клоуны и другие не ответственны за те преступления, которые совершает Путин. Естественно, такая риторика, она привела к тому, что нам на официальные письма частенько СБУ отвечает, снимая с себя ответственность, переводит на миграционную службу, когда мы обращаемся, почему тот или другой дает концерт из этих прихлебателей Путина. Поэтому я услышал о решении суда, что его решение с возможностью выхода под залог. Это говорит о том, что кто-то его очень серьезно здесь поддерживает, в Украине. И мало того, он еще и сегодня заявил, что он не один раз был уже в Украине. Около 10 раз, да. Около 10 раз. Да. И вот здесь прямая ответственность президента Зеленского, потому что все СБУшники, прокуроры, это его, как 100% люди. Поэтому нужно дать обществу четкие ответы. Почему подобные преступники, соучастники преступления по оккупации Крыма так вольно здесь перебывают в Украине и туда-сюда шастают, не неся ответственности за все эти преступления. Ну вот он будет арестован, и что потом? Он должен отбывать наказание полностью? Или, возможно, какие-то еще варианты с ним? Я знаю, что и Аксенов, и Константинов, и другие, это все его подельники, еще и знакомы они друг с другом еще со времен, когда до оккупации. И думаю, что те, кто здесь крышует его, тоже имеют прямое отношение к оккупационной власти. Это бизнес, интерес, документы, как сказали, продолжать строить свою карьеру. К сожалению... Я думаю, что все они вместе способны, если их Зеленский, так сказать, очень сильно прижмет, они способны будут помочь ему вот в том вопросе, который он уже больше года обещал, что по крымским татарам будут приняты решения на их освобождение.
В мае 2021 года планируется международный саммит по деоккупации Крыма. Заинтересованность в участии в этой крымской платформе выразили Турция, США, страны Балтии, Евросоюз. Киев планирует пригласить за стол переговоров. Я знаю, что и представители Офиса президента говорили о необходимости участия в работе над этой платформой Меджлиса крымско-татарского народа. О необходимости участия в этой платформе очень часто звучит в наших высоких кабинетах. У вас есть понимание того, как будет проходить сотрудничество? Крымская платформа – это не сайт-вент с приглашением общественных организаций, каких-то отдельных представителей политических групп или лидеров общественного мнения. Мы, понимание «Крымская платформа», включаем такое, как переговорный Майдан, в котором обязательно участие Меджлиса крымско-татарского народа. И если даже он будет многоуровневый, то на каждом уровне должны присутствовать делегированные Меджлисом крымско-татарского народа люди, специалисты, которые лучше всех по сей день знают и ситуацию в Крыму, и способны искренне и продуктивно предлагать предложения. А что касается того, что нас поставили в известность по факту, что создается такая платформа и приглашают к участию, то я думаю, что это не совсем корректно. У нас сегодня должна была быть официальная встреча с министром иностранных дел, но она по определенным там техническим моментам не состоялась, ее перенесли на 2 дня позже. Я думаю, что мы там достаточно будем убедительны и нас услышат, что мы есть полноценный субъект подобных площадок международных. И думаю, что вот только тогда, вместе разработав концепцию этой крымской платформы, и в том числе участников крымской платформы, у нас уже вызывает ряд вопросов, скажем так, не совсем полное представительство не всех стран, я бы сказал так, которые на сегодняшний день уже приглашены. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Ахтем Чийго, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа и народный депутат фракции Европейской солидарности. Мы продолжаем разговор с Дмитрием Снегиревым. И я предлагаю обсудить гуманитарную ситуацию, которая сложилась на полуострове. Это ситуация с коронавирусом, который там... очень тяжелая ситуация с заболеваниями. И сегодня пришла новость о том, что рекордное количество человек погибло за сутки. На оккупированном полуострове 15 человек погибли. Наш вице-премьер Алексей Резников предложил развернуть гуманитарные лагеря на границе и открыть там аптечные пункты для спасения людей. Как вы относитесь к такой идее? Я позитивно відношуся до подібних ідей, тим більше, що треба Україні демонструвати, що власне населення анексованого Криму, окупованих територій Луганської та Донецьких областей – це є власне громадяни України. І українська держава піклується про свої громадяни, не кидає їх у моменти подібних випробувань. Інше питання, що подібні ініціативи української сторони, вони будуть блокуватися як окупаційною адміністрацією в анексованому Криму, так і відповідно їхніми сателітами на територіях Луганських і Донецьких областей, мається на увазі окупованих країн. Тому, скорше за все, тут Україні треба наполягати на, скажімо так, статусності міжнародних організацій. В першу чергу Міжнародного Червоного Хреста, і домовлятися про так звані гуманітарні конвої, тобто з української території на територію анексованого Криму,
в моменті передачі медикаментів, медичного обладнання та всього іншого. Тобто заходить гуманітарний конвой, власне, з медикаментами від української сторони і йде, якщо не цільова передача цих медикаментів, то можна хоча б використовувати це в якості певної пропагандистської складової. Це був би нормальний, потужний політичний хід. Тим більше, що гуманітарні конвої Червоного Хреста не заблокуються окупаційною адміністрацією. На жаль, подібних пропозицій немає. Власне, Червоний Хрест працює сам по собі, український уряд працює сам по собі. Тим більше, у мене багато запитань викликає, чому, власне, не використовується цей важіль впливу. Тим більше, що Україна, фактично, виконує на себе зобов'язання щодо підтримки економічної складової, яка мається на увазі анексованої території Криму, так і відповідно окупованих територій. Ми платимо туди пенсії, соціальні нарахування, фактично безкоштовно постачаємо газ. І тут варто згадати, що, наприклад, досі діє вільна економічна зона Крим. Я перепрошую, якщо, власне, українські підприємства перереєструвалися на території анексованого Криму і діють вже в юридичному полі Російської Федерації, то українській стороні варто нагадати їм, що вони мали би надати відповідну гуманітарну допомогу українському населенню, яке потерпає, власне, від коронавірусу на окупованих територіях. Я думаю, нададуть допомогу хоча б перед фактом позбавлення. Кстати, говоря о экономической зоне Крым, есть инициатива народного депутата Рустема Умерова об ее отмене и принятии закона, который бы ее заменил. Вот в двух словах, собственно, почему нужно отменять этот закон и каковы перспективы? Я дякую ще раз представникам кримсько-татарського народу. Я ще раз переконався, що, власне, кримсько-татарський саме Меджліс – єдина організація, яка опікується поверненням анексованого Криму. Тут варто і згадати ту ситуацію, власне, з виловом риби, коли, власне, Рефат Чубаров став на захист національних економічних інтересів. Чому треба відміняти? Бо ті підприємства, які були резидентами України, перереєструвалися, власне, на території анексованого півострова, успішно ведуть економічну діяльність, але вже як, власне, резиденти Російської Федерації. Сплачують податки, отримують надприбутки, але при цьому дивним чином український бюджет не поповнюється не на копійчину. Подібна ситуація, вона неможлива. Тобто, якщо ми показуємо, що вільні економічні зони – це можливість деокупації, то покажіть мені, як за 7 років, як позитивний приклад існування цієї вільної економічної зони, ми хоча б повернули хоча б 1 метр анексованої кримської території. Це варто робити хоча б для того, щоб скасувати оті дурнуваті ідеї щодо введення вільних економічних зон на окупованих територіях Донбасу, як начебто єдиний шлях повернення тих територій. Я ще раз дякую, власне, представникам кримсько-татарського Меджлісу кримсько-татарського народу за принципову позицію в питаннях, власне, повернення анексованих територій і неможливості наповнення російського бюджету за рахунок українських підприємств, які працюють, власне, під юрисдикцією цієї так званої вільної економічної зони. Я благодарю вас за разговор, за то, что подключились к нашему эфиру. Дмитрий Снегирев, глава организации «Право справа», гражданский активист, военный эксперт был с нами на связи. А мы переходим к следующей нашей теме. Это выборы в США. Уже весь мир несколько дней празднует победу Джо Байдена, но до сих пор нет никаких официальных результатов. И Джо Байден, представители команды, переходной команды будущего президента, уже собираются подавать в суд на организацию, которая должна эти результаты огласить. Хотя по закону никакие сроки еще не установлены и как бы эти сроки еще не прошли. Тем не менее, там опасаются, что победу Байдена пытаются забрать. И сейчас мы будем говорить на эту тему с нашим следующим гостем Андреем Добрянским, директором по коммуникациям при Украинском конгрессовом комитете в Америке.
Добрый вечер, Андрей. Добрий день тут в Америці. Вам добрый день. Что происходит с выборами? Прошлые были достаточно удивительны, да, своим результатом, а эти, по-моему, переплюнули все кампании избирательные, которые были в США. Тут Трамп говорил и о вбросах, чуть не напомнил нам ситуацию на выборах во времена Януковича. Теперь, как у нас тут сейчас затягиваются результаты на местных выборах, уже прошло бог знает сколько времени, а мы не знаем, кто прошел в наши территориальные громады. И в Америке перенимают наш опыт? Ну, зараз тепер ми всі чекаємо, чи буде перерахунок, але навіть як нагода буде мати перерахунку в окремих наших штатів, бо кожні вибори це командує окремі штати, це не є федеральна справа, наш федеральний уряд втім не займається, а кожна локальність має свої певні закони, як це рахувати, або як і перерахувати. В однім штаті президент Трамп запитав, щоб вони перерахували, але він ще навіть не має права перерахувати або просити на перераховування, аж доки вони сертифіковані будуть мати, то вони спочатку отримують, що так сталося. І ця процедура не стається аж після, вони мають свою контрольну комісію, яка перевіряє 5% з одної локальної дільниці, 5% виборців чи бюлетенів з іншої дільниці, щоб перевірити, що там не було взагалі якісь проблеми. То ця процедура офіційно спочатку не буде скінчена аж в другому тижні грудня. Але до того часу, як ви вже чули, ви бачили при наших медіаканалах чи у газетах, чи навіть що до нинішнього дня ми знаємо, що 27 країн, партнерів, союзниками НАТО вже задзвонили до тепер буде президента Байдена і погратулювали йому. То всі знають переважно, як це буде. І навіть з нагоди перераховування ніколи в історії в Америці ніяке перераховування не змінило більше ніж 200-300 голосів в окремій штаті. То навіть як це би сталося, ми знаємо, що Джо Байден має ближче 5 мільйонів більше голосів взагалі через цілої країни. Байден призвал нацию объединиться, забыть о былой вражде и начать залечивать раны, которые получили Соединенные Штаты во время этой кампании. Давайте послушаем, что сказал Байден. Америка звернулася до нас і дала нам мандат керуватися силами науки і надії і вести битву нашого часу. Битву з вірусом і системним расизмом, битву за порятунок нашої планети і захист демократії. Ми повинні дати всім у цій країні шанс на справедливість. А мы подключаем к нашему разговору Игоря Петренко, эксперта по международным вопросам, аналитика Центра перспективных исследований. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. У вас же вечер, а то у нас Да. нашим коллегой из США утро. Давайте попробуем спрогнозировать ситуацию, конечно же, с нами. Все тут делали ставки периодически, что будет делать Трамп в поддержку нас, и кто лучше в этой ситуации будет, Трамп или Байден. Вот Байден в нашей ситуации – это лучший вариант или нет никакой разницы, какой президент будет в Америке? Ну, безусловно, определенная разница есть, но самое главное задание было перед украинской властью, которая она, в принципе, успешно реализовала ее, это сохранить двупартийную поддержку республиканцев, поддержку демократов. Очень хорошо, что мы не стали объектом так называемого Украина-гейт, когда бы возможные дела расследовались там в Украине и использовались бы в избирательной гонке между Байденом и Трампом. Поэтому это большой позитив, что наш нынешний президент Владимир Зеленский и его команда, и все остальные наши дипломаты, и наши вообще
члены правительства, они не наступили на те грабли, которые наступала украинская власть в 2016 году. Ну, некоторые ее представители, да, которые потом им аж приходилось удалять соответствующие посты с своих Facebook. Поэтому это хороший момент. Ну, в принципе, учитывая как бы позицию Байдена в контексте России, и он называет ее как главную такую угрозу, в отличие от Трампа, который говорит больше о Китае, то, скорее всего, мы можем рассчитывать на еще большую поддержку и понимание тех проблем, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день. Ну, будет ли это так, покажет время, но пока, исходя из его риторики, выходит так. Плюс Байден, он хорошо знаком с ситуацией в Украине, он даже книгу написал об этом, плюс он часто достаточно у нас тоже бывал. Поэтому это тоже, скорее всего, играет нам в плюс. Да, это не говорит о том, что, допустим, в США не будет такого диалога с Российской Федерацией. Понятное дело, что в контексте стратегических вооружений это важная задача, о которой говорил сам Трамп. Не будет тоже стараться к этому двигать, ну, к ограничению. Это понятно. Но в целом я думаю, что сохранение хороших отношений Украины и с Штатами Америки, стратегического партнерства, оно как было, так и продолжится. Возможно, даже с небольшим плюсом для нас. Ну, про Байдена известно, что он неоднократно был в нашей стране в статусе еще вице-президента и даже выступал в нашем парламенте. Эта речь была воспринята аплодисментами. Мы даже сейчас имеем такую возможность предоставить нашим телезрителям послушать фрагмент этого выступления, чтобы было понимание, как относится Байден к нашей стране. Я попрошу режиссеров сейчас показать фрагмент этого выступления. У 21 столітті країни не можуть, і ми не можемо їм дозволити перекроювати кордони силою. В цьому і є основні правила. І якщо ми їх не виконаємо, руємо день. Росія порушила ці правила і продовжує порушувати їх. І сьогодні Росія окупувала незалежну українську територію. Я хочу чітко сказати, Сполучені Штати Америки не визнає, ніколи не визнає спроби Росії анексувати Крим. Ось так. Ну, достаточно такое жесткое, эмоциональное выступление. А когда Байден говорит, что США никогда не вызнает, не признает и не позволит, наверняка за этим должны стоять какие-то действия, а не просто слова. Вот о каких конкретных действиях Байдена мы можем говорить по поддержке нашей страны? Андрій, вам вопрос. Це дуже важливо з двох причин. Не тільки у посаді Байдена і Обами, як сильно Байден говорив про це. Продовження це у посаді, у каденції президента Трампа, кого, як ви знаєте добре, держсекретар, тобто Майк Помпео, оголосив офіційну заяву від уряду Америки, що Америка ніколи не визначне окупований Крим як російську територію. І ще далі ми бачимо, що навіть у кампанії агітування ті матеріали, що президент Байден висилав через Америку, що він так само сказав, це, що він сказав, коли він був віце-президентом, що Америка ніколи це не визначне. Це не є тільки офіційні заяви від політиків, але й так само включається до американські законопроєкти, включно в будь-якій допомозі до України є приписано у законі, що Америка ніколи не визначне і не буде співпрацювати з компаніями чи бізнеси, які мають працю у окупованих територіях у Криму. Андрей, вот просто интересно, есть ли у вас информация, как голосовала украинская диаспора? Вибачайте, повторіть, я не чув повне. Як голосувала українська діаспора? За якого президента?
Вона є різноманітна. Ми є переважно, ви знайдете українську діаспору у великих містах. Великі міста, це переважно вони голосують за демократів. Але українська діаспора так само є у більшості у Тексасі, у районах Каліфорнії, у Флориді, які більшість голосували за Трампа, ніж за Байдена. То ми, як така велика громада, тут ми є більше 1 мільйон осіб, близько 2 мільйони, декотрі би сказали, але вони багато не знають повні свої коріння. Але організована діаспора, то вона є різноманітна. Ми співпрацюємо на наших комітетах за тих, що голосують за інших. І перш за все, ми працюємо, щоб мати контакти з конгресменами і сенаторами, які, як я згадав, ці законопроєкти, вони самі це пишуть. То будь-яка пропозиція вийде з Білого дому, вона все має перейти через Конгресу. І ті конгресмени, вони мають внутрішні зустрічі з нашою громадою. Вони виступають на наших фестивалях, мають привітання особисті. А президенти, то вони мають говорити разом з конгресменами, щоб вони разом співпрацювали. Ну, если уже говорить о сотрудничестве, то есть ли у вас какие-то предложения, может быть, по принятию каких-то новых законов, новых санкционных законов о воздействии на Российскую Федерацию и на приближении деоккупации наших территорий? Ну, я думаю, найважливіше є, що президент Байден оголосив, що не буде ніяка зміна, втім, чи то спеціально щодо санкцій, декотрі є приписані в законі, але і так само, що ми знаємо, є декотрі важливі справи, в яким треба сидіти при столі разом з Росією, чи то є про ядерних справ, які цей міжнародний угод зараз вімкне у січні, чи то інші справи, які президент Трамп сам зупинив тільки з ручкою, то не було через законів. Але декотрі міжнародні угоди треба тепер перевірити. Я думаю, так само ситуація у Нагорно-Карабах це буде впливове, бо вони так само мають мінські угоди, які Америка мішається в тім. То ми не знаємо докладно, які відносини будуть, але ми є впевнені, що не будуть зміни щодо окупованих територіях, чи у Донбасі, чи в Криму. Игорь, к вам вопрос. Вот что делать сейчас нашему представительству иностранных дел? Вот что готовить? Какие предложения можно сейчас реализовать? Какие проекты, перспективы, учитывая, что есть предположение, что Байден будет более благосклонен к жестким действиям против России, потому что у него есть такая репутация ястреба в отношении Российской Федерации? Ну, для нас действительно это сейчас определенное окно возможностей, когда украинская сторона может наработать различные предложения. Они могут касаться и определенных инвестиций, и кооперации, сотрудничества в разных сферах, в вопросах производства, в вопросах военного сотрудничества, обязательно продолжение того, что было, и, возможно, расширение того пакета помощи, который мы получаем от Соединенных Штатов Америки. Ну, мы помним всю эту историю с этими 250 миллионами долларов, которые там Трамп придерживал, ведя разные разговоры с нашим президентом. Ну, то есть мы можем в этом направлении расширять. Плюс я думаю, что за посредничество Соединенных Штатов Америки мы можем расширять кооперацию и с другими партнерами, союзниками и НАТО, в том числе и с Польшей. Польша, мы сейчас видим, она достаточно близка с Соединенными Штатами Америки. Плюс Украина тоже, она не стоит на месте. У нас стратегическое партнерство с Великобританией. Великобритания — это очень давний союзник Соединенных Штатов Америки, это, которая сейчас она уже формирует свое геополитическое видение и пытается занять то же место, ну, рядом все равно с Соединенными Штатами Америки. Поэтому действительно сейчас окно возможностей достаточно большое. Безусловно, что мы не можем говорить о том, что какие-то решения будут приняты сейчас, поскольку пока будут идти судебные определенные тяжбы, и, как мы видим, Трамп не собирается таким демократическим способом, хотел сказать, европейским, но цивилизованным
оставлять свою должность, плюс потом переходной же этап по передаче дел с офиса в офис, налаживание работы и всего остального. Поэтому это займет определенное время. Но то, что мы можем уже выходить с предложением, это да, в том числе энергетические проекты мы можем говорить и обсуждать в контексте и Северного потока, и какие-то другие альтернативы. Есть водородная стратегия, но это больше ЕС касается, но тем не менее. То есть на самом деле направлений может быть достаточно много. И чем раньше мы что-то сформулируем и предложим, тем, я думаю, будет лучше для нас. Но ведь Байден нам тоже придерживал. Помните историю про 1 миллиард? Он сказал, пока не будет уволен Шокин, генеральный прокурор. Да. Ну, очевидно, есть как бы определенные механизмы, но в то же время... Ну, я к чему это вспомнил? Просто учитывая погруженность Байдена в нашу историю, зная все наши слабые стороны, не будет ли какой-то предубежденности, там, может быть, с какими-то ситуациями, связанными теперь уже с конституционным кризисом, с попыткой развала антикоррупционных механизмов? Не будут ли на нас смотреть, как на страну, с которой, наверное, сложно работать? Это будет, конечно же, это будет камнем преткновения, поскольку уже Байден также говорил и ранее заявлял, и сейчас говорил о том, что в основе это вопрос борьбы с коррупцией, и на самом деле антикоррупционное законодательство очень важно. Поэтому возможность, точнее, быстрое решение со стороны наших властей того кризиса, в котором мы сейчас оказались, это достаточно важный момент. Да, мы сейчас имеем жесткое позиционирование со стороны президента, который внес соответствующий законопроект, который, скажем так, лежит вне рамок права, но который является вариантом политико-правового решения этого вопроса, поскольку в Украине, в принципе, уже такие случаи были. Это 2005 год, когда у нас был так называемый третий тур выборов, который снял такое противоречие и конфликт, который был. Это вопрос 2014 года, когда лишали Януковича звания президента. Тоже в Конституции было не предусмотрено. Но пока сейчас мы движемся по пути того, чтобы использовать все другие возможные меры. Это вопросы изменения в законодательство, внесения с учетом позиции Конституционного суда, это обращение украинских парламентариев к тем судьям, которые принимали это решение, уйти добровольно в отставку, для того, чтобы не доводить к тому, чтобы прибегнуть к варианту президента, который, да, является очень таким кардинальным. Ну, возможно, он будет единственно возможным. Поэтому наша задача — это, безусловно, не дать откат в контексте антикоррупционной реформы, наладить этот вопрос, решить его. И тогда я думаю, что особых преград к сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки, с другими нашими западными партнерами у нас не будет. Но наша задача в любом случае — это формировать свою силу и искать свои внутренние резервы. Но, безусловно, мы надеемся на помощь, поддержку, понимание и взаимовыгодное сотрудничество с особенно таким мощным государством, как США. Если говорить конкретно о санкциях, которые Украина хотела бы, чтобы США ввели в отношении России, вот что бы нам сейчас нужно было бы? В первую очередь, как и сказал Андрей, самое важное — это то, чтобы сохранить те санкционные давления, которые есть на сегодняшний день. Было много вопросов по поводу пересмотра, но на самом деле санкции, они, скажем так, лежат в deep state Соединенных Штатов Америки. Это вопрос очень глубокого понимания тех угроз, которые несет Российская Федерация. И мы видим, что здесь есть однозначное совпадение позиций и республиканцев, и демократов. Это очень важно. Вопрос, да, может, и именно санкции Соединенных Штатов Америки — это самый действенный способ, на самом деле, сдерживания России. Поскольку европейские санкции, но они менее болезненные для России. И, с одной стороны, да, она уже как бы так приспособилась к этому всему, но все же это запас прочности, он не вечен. Поэтому возможно усиление количества предприятий, усиление количества людей, конкретных личностей, близких к режиму в Кремле, с тем, чтобы вот они не могли заниматься нормальной деятельностью, финансовой, предпринимательской в демократических странах, ну и в том числе не могли развивать сотрудничество с предпринимателями, бизнесменами Соединенных Штатов Америки. Это очень важно, поскольку это внутреннее давление на Путина, внутреннее
снижения давления на как бы правящую элиту, мы сейчас уже видим, что там есть определенные точки, скажем так, вылетания заклепок от того давления, которое есть, в частности и в регионах, то, что происходит. Поэтому любое усиление, это, во-первых, самое, то, что, чтобы это было сохранялось на том уровне хотя бы, который оно есть, а любое усиление, это будет в любом случае плюс для нас. Андрей, хочется еще раз уточнить, насколько сейчас американское общество разобщено, насколько там наэлектризовано, и когда стоит ожидать, что вот ситуация уляжется, и американский президент сможет заняться в том числе и международными вопросами? Щодо міжнародні відносини, це зовсім не було навіть причина дискусії під час виборах, на жаль, але були інші скандали, які вийшли, і це зовсім зупинило, звичайно, бодай один дебат ми би почули. Ми знаємо, як багато Джо Байден вже відвідав інших країн під час його посади як віце-президент, і скільки він би хотів співпрацювати з іншими країнами. Як і раніше ще його 40 літ у Сенаті він очолював комітетах міжнародних справ, то він досить і тоді відвідав інших країн. То йому це є головне перш за все. І це трохи на інших президентів минулих президентів Америки, які, звичайно, лишали ті міжнародні справи для віце-президента. Виглядає цього разу, що віце-президент буде, що президент Байден, він буде це очолювати, ті міжнародні розмови, а не віце-президент. Віце-президент наша Камала Герріс, то вона буде більше на внутрішніх справ говорити. І втім, може буде більше тих міжнародних угоди. Ми вже знаємо, чи то про Paris Climate Accord, який оголосив Байден, що він вже хоче включитися знову до цієї угоди, яка Америка перш створила, як і багато різних, я вже згадав, ядерних зброї, які треба переговори до 21 січня. То ми побачимо, чи це через те, що Байден більш активно в тім хоче брати участь, чи це зміни американську думку. Але так само багато голосів, які ви бачили, понад 70 мільйонів, які голосували за Трампа, які його позиція є, що Америка не повинні включитися так багато в міжнародних справ, не повинні бути активним у НАТО, не повинні бути активним підтримком у міжнародної комітеті охорони здоров'я чи Об'єднаних Націях. Це є зовсім велика зміна підхід до решти світу. І я думаю, що ми побачимо, чи Байден може співпрацювати із іншими політиками в Америці, щоб знову повернути Америку назад як голова світової команди зміни в світі. І хочу підкреслити цю працю про антикорупцію, яку він згадав, коли він був віце-президент, і так само буде звернути увагу в Україні щодо антикорупції. Спасибо вам большое. Наше время, к сожалению, в эфире подошло к концу. Я благодарю Андрея Добрянского, директора по коммуникациям при Украинском конгрессовом комитете в Америке, и Игоря Петренко, эксперта по международным вопросам и аналитиком Центра перспективных исследований, за то, что были сейчас с нами в эфире. Время этого блока подошло к концу. Через несколько минут эфир продолжит Гульсум Халилова. Не переключайте. Спасибо, что были с нами.